Тут что такое? Что за бардак? Уйди. Амана, айда. Фу, энкайвула. Что за мода такая прыгать на меня? Уп, энлок такче. Энлок. Да. Ай. Ну что, ребята. 4 июня. Ну-ка, ёпта. Прыгают. Что за привычка у них? 4 июня. 5:30. Будильник делал 5 утра. Ай, 5 утра. Никак не могу проснуться. О, на улице прохладно. Безоблачно пока. Поют птицы. Поют птицы. Ночью вставал и Тулана я отпустил. Потому что он так... Да-ка, что за... Тула, перестань. Ну-ка, ну где? Ты хотел кусаться. Хибить, твою мать. Успокойся, все, хватит. Все. Ой. Ой. Вот это да. Короче, ночью вставал и Тулана отпустил. Так получилось, что... Уйди! Фу! Он как-то умудрился вот цепью. Здесь он крутился, и за эти мелкие деревья он так запутался, что, может быть, если крепко спал, и задохнулся он там. Надо все здесь прорубить. Он играет, все время крутится, вертится, и, ну, тут и ошейника такого нету. Это времянка у меня. А иду иногда бывает так, посажу на цепь. Нормальный ошейник надо привезти. Нормальный ошейник. У него ошейник на лодке осталось. А это так. На 5 минут сделано. Чтобы посадить ненадолго. Солнце встает. Красиво. Что-то прохладно. Сейчас плюс 3 градуса, но на улице ощущение такое, что минусовая. Вот кусает, блядь, опять, а? Что ты будешь делать, а? План! Так жестко кусает, блин. Что за привычка у него? Айда себя вела спокойно, не лаяла, ничего, значит, никто не проходил мимо. Я имею в виду зверей, лоси, медведи, ну, крупные звери. Разведкой надо тоже куда-то сходить. Здесь где-то с километра тропинка была в прошлом году медвежья. Надо до туда сходить, посмотреть, как дела там. Свежие следы есть где-то. Посмотрим сейчас. Проснемся. Чай скипятим сперва. Горячий чай попьем. В избушке было чуть-чуть прохладно. Что-то там Тулан обливался, видимо, блин. Что с ним? Переел вчера кашкину. И все. Айда как-то неаппетитно кушает. Немножко тут каши я им положил. И уже супом разбавил, там суп съел, а каша так и осталась. Но не кушает вообще. Не хочет. Вот так. Ну, вроде погода пока радует. Безоблачно. Надеюсь, дождя не будет. Сегодня главное, чтобы дождя не было. Сегодня тоже фронт работы у меня большой. Много чего надо успеть сделать. А уже
Завтра уже обратно будем спускаться. С телефоном проблема. Баланс у меня минус 53 копеек. Никуда я не могу дозвониться. И мне никто не позвонил. Оператор говорит, что у меня телефон заблокирован. Может, из-за этого мне не могут дозвониться. Сразу дома не проверил тоже. Мужской инстинкт уже проявляется у Тулана. Да, женишок будет рядом. Для Айды. Силушки-то не хватает еще. С Айдой сопротивляться. Айда крупная такая, а если посмотреть, она не такая большая. Кобыли намного крупнее вырастают, крепче. Так что посмотрим через полгода, как им будет пацан. Играют. То играют, то кусают. Кусает Айда. Давай, наказывай его. А то меня искусал всю ногу. Зубы-то какие. Фотографировать. Ну, какой-то Ченлок-то. Вот я звал тебя. Устал? Полная драка у них начинается, блин. Ага. Довела, блин. Убегает. Давай. Пусть привыкает. В жизни никто не жалеет тебя. Ой. Айда, не доставай. Все, хватит. Вон. Напугала пацана. Вот пусть там и сидит. Меньше мешает. Тула! А? Тебя я на цепь посажу. Раз так ведешь себя. Лак, Тулан. Чуть-чуть жалко даже стало. Тулан. Лок таче. Вот так. Наказал пацана, да? Наказал? Эй! Наказали тебя? В угол поставили. Да он хитрый. Ай. О чем они думают, о чем говорят, как они общаются друг с другом. Ой. Птицы-то как поют. Но мало птицы. Очень мало. Может, погибли из-за мороза, может, мало таких, но не так много. Обычно бывает, там шум стоит в тайге. Не знаю, от чего так. Пришел к речке посмотреть, как там лодка. И уровень воды где-то сантиметров на 15, вон, я отмечал палкой. И 15 сантиметров вода вниз пошла. Вода уходит. Мелкие таежные реки
быстро прибывает, уровень быстро поднимается, и одновременно также он быстро уходит. За сутки может сантиметров 90 метров, там запросто. Один раз лодку так оставлял. На следующий, через день, наверное, я не помню уже, на сутки прошло, я пришел, у меня лодка, блядь, почти так, ну, 70 градусов. 70 градусов. Чуть не провалился моторная лодка в воду, потому что лодка спускается, и моторная лодка, лодочный мотор тоже там. Ну, если еще полдня, и лодка, конечно, у меня встала бы так, и мотор ушел под воду. Вот такая фигня. Ну, сейчас лодку спущу, и нормально. Мы уже знаем, что уровень падает, и уже знаем, лодку поднимать или наоборот отпускать. Сейчас я отмечу вот сегодняшний. О, вот так. Это когда приехали, это уже будет сегодняшний уровень. Такой будет. И у меня с Туланом как-то он себя ведет неактивно. И понос у него начался, понос. Я не знаю от чего. Что с ним случилось? Почему так? Будем думать. Будем думать, как лечить, чем лечить. Посмотрим. Если кушать перестанет, значит заболел. Сейчас пока аппетит вроде как есть. Я не знаю. Посмотрим. Посмотрим. А если что, завтра уже домой поедем. Там уже будем разбираться, что с ним случилось. Почему у него понос. И рвота даже есть. Может, вот зубы меняют. Было у меня практика у Айды. Зубы меняла, вообще там понос такой шел, блин. И даже этот, вообще неактивная была. Думал, умрет, блин. Да, Ланчик, что с тобой? Не пугай меня. Давай выздоравливай. Вот так вот. Сейчас буду спускать лодку. А чуть позже, наверное, съездим. Съездим по своим делам. Вниз по течению, наверное. Вниз по течению съездим. Если что, буду дальше снимать. Мы, ребята, на избе. Айда нагулялась. Вон какая грязная опять. Вот молоко. Сейчас я буду кормить Тулана молоком. Ну, дам молока. Это самое то лекарство, скажем, если от отравления или еще от чего-то. Всякую ерунду он тоже кушает. И всякое может быть. Запросто можно отравиться. А я как думаю, все-таки у него это глисты. Глисты надо. Как приедем домой, куплю лекарство и дам еще лекарство от глистов. Во всяком случае не помешает. Но не деритесь там, не кушает. Видели как? Ничего себе. Вот злюка. Во волчара. Угу. Свое не дает. Я вчера боялся, что сухари там отберет Айда. Он как. При мне Айда не решается тоже. Угу. Ну пускай со временем покушает. Сейчас Айде тоже налью, чтобы обидно не было. Такое молоко для каши взял. Думал, что кашу там сварю или еще. Но, конечно, я еды набрал. Очень много лишнего. У тебя бардак, блин. Вчера тоже не ела там. Все рассыпала там. И тарелки нету. Хотел вот взять. Думал, тарелку надо взять. Возле избушки только одна тарелка. А сейчас у меня их двое. Ну вот. Следующий приезд. Это осенью, наверное, приеду. Может, летом еще разок приеду. Но осенью обязательно. И
Надо привезти такую тарелку для собаки вторую. Нет, Тулан так и ничего не ест. Но ничего, дома аппетит восстановим. В первую очередь я дам от глистов что-нибудь. Потому что понос. И первый признак поноса у собаки это глисты. И вчера уже, как я говорил, что-то уже у него выходило похоже на глиста. Но только вот так он дохлый был, этот глист, ну мертвый. Может быть, даже у него много их. И они выходят у меня щенок. Меньше этого было. 2 месяца на щенку было. Кобель тоже был. И я не помню, к Никите или к Денису. Ну, в дом я занес щенка. И теща стала кричать. Олег говорит, заходи. Что-то у собаки вышло. У собаки вышло и зашел в дом, а там глист, ну, сантиметров 15 длиной, наверное, вот такой белый, как, ну, вот шариковой ручки паста, вот такой толщины, вот такой длины. Я щенка схватил и по-быстрому на улицу. На улицу вынес и, не поверите, там щенок там начал мучаться, ну, как будто в туалет хочет. И с заднего прохода такая пачка штук на 15, там, знаете, вот как начали выходить там веером, так начали выходить из заднего прохода, вот такой длины, пачка такая вышла. Вообще ужасная картина, если честно, блин. Как будто вот думаешь, что у собаки нету глистов, а оказывается там хитрюга. Сейчас хрен ты подойдешь. Ну, пускай ест. Он боится. В сторону смотрит. Пускай ест. Она тоже с вчерашнего дня так нормально ничего не ела. Вот. И на чем я остановился? Что-то я насчет глистов говорил. Резко из головы вылетело. А потом вот, как вот эти глисты выйдут, там щенок станет там, ну, стул нормализуется, и сам по себе рост пойдет нормальный, и шерсть там нормальный выйдет, там свежая шерсть. Все нормализуется, аппетит восстановится, а с глистами у них все тоже не в порядке. Это от матери на переходит там щенку глисты. Или же чего-то, если, скажем, вот они всегда в помойках находят или еще, ну, от этого никто не застрахован, что животное, что человек, никто. У всех, можно сказать, глисты есть, только чтобы в меру их было. Если в большом количестве, это уже на здоровье влияет, а если в меру, это без глистов никто не живет. Без глистов у всех глисты есть. Все, планчик, проморгал свое счастье. Если не кашу не сварю, чуть позже дам. Может, кашу из молока сварю. Если сварю, тоже поделюсь. Первое подозрение на глистов. У тебя может быть даже и глисты. Да? Может и нет. Кто его знает. Может, просто аппетита нету. Вот так вот. Сейчас погреть, что-нибудь покушать и дальше работать. Вот так вот. Пока тишина, чуть ветер поднимался и стих. Не знаю. Погода вроде пока нормально, радует. Ладно. Надо завтракать, мы еще не завтракали. Решил, ребята, позавтракать. Уже сколько там? 20 минут 10-го времени. Первый завтрак у меня. Вчерашний суп я подогрел. И
чай еще попью и дальше работать. Дальше работать. Солнце вообще спряталось солнце, и этот облачно становится. Но на улице прохладно. Немножко комары летают, но таких черных мух я еще не видел, вот которые вот, ну, личинки, личинки выкладывают, которые эти черные мухи, которые откладывают личинки, ну, опарыши, которые получаются потом, если, скажем, на рыбалке там вовремя не засолить рыбу или на охоте также дичь не засолить, моментально они нагадят и появятся опарыши. Ну, обычный лук и суп. Вот такой у меня быстрый завтрак. Сейчас пойдем работать. Не знаю, во сколько обратно придем в избушку. Так что надо подкрепиться. Угу. Тулан отдыхает, спит и морду закрывает лапой. Но кошки закрывают там или на голове там спят они. Погода меняется, там давление понижается перед дождем, там перед пургой. Они морду закрывают, когда холодно, наверное. Ну, холодная погода становится. Собака, вот, когда морду так лапой закрывает, не знаю, перед чем, перед какой погодой. Может, погода также поменяется. Но я думаю, завтра уже дожди будут. Потому что я, когда ехал сюда, я тоже каждый день смотрел РП5. Никак погоду не мог дождаться, чтобы какой-нибудь более потеплее было и безветренно, без дождя. И вот вчера такие капельки были, но дождя не было. И РП5, я думаю, они себя также как-то страхуют, там, одну каплю так поставят, вдруг будет дождь или не будет. Полностью, наверное, они не уверены. И одна капелька была, думаю, ну, перетерплю эту одну капельку. И в 3 часа дня показывала. На сегодняшний день тоже там несколько капель, так, чук-чук-чук-чук. Значит, тоже кратковременные дожди должны быть. Завтра уже опять побольше капельки. И думаю, уже после обеда там даже может быть дождь будет. А послезавтра опять уже дождь. И температура равномерно так 4-7 градусов, не выше, плюсовая. Сегодня вот встал, было +3. Сейчас поднялось до 11 градусов на улице. Но 11 градусов показывает температура плюсовая. Но ощущение такое, что вот я сейчас на улице был, и вот демисезонный костюм, и даже бушлат еще одевал или надевал. Вот все время путаю. Ну, надеть надежду, одеть одежду. Наверное, одевался я. И возле костра в бушлате там посидел, пока суп согреется, нагреется там. Вкусный суп. В общем, пока новостей у меня нету на данный момент. Своими делами занимаюсь.
следов особо таких медвежьих еще не видел. Может быть, куда-то он в сторону отошел, ушел отсюда. Потом, ну, всякое может быть. Может, корма для них нету здесь или от чего-то от другого. Переход сделали, может быть. Сейчас основная масса, наверное, на вырубках они, на свежих вырубках они. Возле сел, деревень, на свалках. Потому что сейчас пока в лесу питание, ну вот на полях, может там траву они в основном кушают сейчас. Сегодня зайца еще видел, чуть не забыл. Сейчас выше поднимался на лодке тоже. И когда ехал, ну, я и не захотел даже заснять, потому что возле самого, как его, реки, и крутой берег такой крутой, ну, где-то высота метров 7, наверное, может выше. И возле реки, так по берегу он пробежал, серый уже, полностью серый, только пятки, вот нога, вот пятки, вот эта часть, вот пятка, у него белая, что передняя, что задняя, как-то вот белые, а туша уже полностью серая, уже летняя одежда на нем. Может самка, может самец, я не знаю, кто там был, но одного видел. За 2 дня. Вчера, вот сколько километров мы на лодке поднимались, ни одного не видели. Вот сегодня одного я видел. Прошлую осень, сколько я, 10 дней я здесь был, наверное. И одного зайца мелкого, ну, годовалого я видел только. 2 раза видел его. Ну, это один и тот же был. Вкусно. Очень вкусная еда на природе. Когда на костре еще сваришь, там запах дыма, наверное, все равно в котелок заходит. И дополнительный привкус такой вот от дыма там идет. Некоторые уху варят, там кидают еще туда этот уголь. Но этой ерундой, конечно, я не занимаюсь, но запах дыма, когда в еде там очень вкусно. Хоть ты пожаришь там картошку или макароны на костре, там очень вкусно. А не говоря уже о рыбе или оборовой дичи, это вообще класс. Такая еда у нас будет осенью. Рыбалка и охота. А сейчас у нас будни. Сейчас мы занимаемся подготовкой также к осенней охоте. Каждую весну вот я приезжаю, все время что-то делаю тут. Ремонты, еще какие-то заготовки всякие. Много чего. И мало времени не хватает. Ладно, ребята, болтать больше не буду. Там у меня на костре чайник еще. Сейчас быстренько покушаю, чай попью и дальше работать. Вечером уже, может, буду заготавливать дрова. Там я приметил, там вчера, где я, в прошлом году я где заготавливал дрова. Там по-новому елка сломалась, здоровая елка. И эту елку я спилю, на осень мне хватит, думаю. Там еще остатки с прошлого года, оказывается, были. Еще там заготовлю. И вчерашний сухостой еще там пол дерева осталось. Тоже сюда надо перетащить. Так что дел куча. Не успеваешь еще. Уже 9:30. День летит только в путь. Ладно, ребята. У меня завтрак и обед, наверное, все вместе получится, потому что не знаю, во сколько я обратно
приеду в избушку. Надо съездить кое-куда.